Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему, что идет к вам прямо в руки до конца месяца, что придет, что вам удастся схватить, а что, к сожалению, и мимо пройдет. Давайте на все это посмотрим, узнаем, возможно, это поможет вам не упустить тех возможностей и шансов, которые, как говорится, сами в руки просятся. Я упираю назад, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы откроют нам то, что сейчас от нас скрыто, и мы желаем слышать и знать. Так, дороги, посмотрите, какие шикарные открываются вам дороги. Дороги чистые, дороги открытые, дороги светлые. Благополучны будут поездки, благополучны будут встречи, свидания, посещение каких бы то ни было мест. Здесь, как знаете, и в пользу, и в удовольствие, и легко, да? В легкую вы эти дороги преодолеваете, и вот прям идет, прибывает. В дорогах вы обретаете, получаете и улучшаете. Дальше, мои милые. 2 звездочки, одна покрупнее, другая помельче. Ну, это денежка, прибыль, может быть, даже получение каких-то обещаний. Да? Ну, например, начальник пообещает, что выпишет вам премию. Либо мужчина ваш пообещает. Вот получил зарплату, дам тебе денежку на обновочку, на приобретение чего-то важного для тебя. Да? Вот на твое желание. Я тебе обязательно дам. Дважды либо денежку получите, либо денежку и обещание, либо 2 обещания. Но поверьте, с правой стороны, значит, все, что будет обещано, все будет исполнено. И опять же, денежка принесет вам благо. Так, следующий момент. У кого-то из девочек тут такой выбор идет непростой. 2 мужчины, один новый, другой старый. И один другой что-то от вас требует. Вот требует вашего внимания, требует вашей любви, там, ультиматуму, делай выбор, либо я, либо он. Да? Может быть, даже какие-то предложения вам долгожданные делают, а у вас прям голова кругом идет. Вы и к этому привыкли, да? И от нового не пойми, что ждать. То есть непростой выбор будете делать, но выбор придется девочке сделать. На 2 стульях, к сожалению, не удастся усидеть. Поэтому, мои хорошенькие, подумайте не только головой, но и сердцем, а кому-то наоборот, да, не только сердцем, но и головой, и выбирайте лучше, конечно же, себя и свое счастье. Будущее, обеспеченное будущее для себя и для своих, например, деток, если они у вас есть. Если деток нет, так подумайте о будущих детках, да? Чтобы вот мужчинка был надежный, чтобы прям не подвел, не подкачал. Да, придется, девочки, придется. Ох, как тяжело вам будет. Смотрите, самое главное, чтобы вы не слушали чужой дурной опыт. Знаете, есть такие там подружки, мамочки, бабушки, там тетеньки, которые начинают там делиться своим опытом и говорить, вот когда-то там при царе Горохе вот такая вот ситуация была. Девчонки, чужой опыт, он прекрасен, но, извините, это не ваш вариант. Да? Вам сторонние люди, даже если это близкие и родные, хорошего не посоветуют. На кону ваше будущее, ваша жизнь. Так что старайтесь сделать выбор самостоятельно. Так, идем дальше. Здесь для кого-то вы будете феей. Видите, женщина с крылышками, как фея. Так, почему-то мне кажется, что это какая-то ситуация, связана с каким-то делом, с работой. Придется вам немножко пофеячить, да, чудес потворить.
Но кто у меня работает, девчонки, к сожалению, а может быть и наоборот, к радости, придется очень много работать, очень, как знаете, выкладываться, показать мастер-класс, показать, кто вы, кем вы являетесь, на что вы способны, все свои сильные качества. Я не могу сказать, почему такая ситуация возникнет, но вижу, что будете прям порхать. Порхать от одного дела к другому, пятое, десятое, вот все переделаете. Поверните в шок какого-то мужчину. Мужчина, либо это ваш мужчина, либо это ваш начальник, может быть, какой-то ваш там коллега, да, партнер по бизнесу. Человек прям с ума сойдет от счастья, да, что оказывается такой талантливый человек, такой профессионал вот рядом с ним сотрудничает, либо сотрудничает под его началом. Так, знаете, все ваши вот эти потуги, порывы на работе, они все не пройдут напрасно. Не пройдут. Вы такой себе авторитет заработаете, а кто-то прям сам для себя убедится, что вы можете. Да? Вы на самом деле можете все. Да? Для вас не существует каких-то невозможных вещей. Вот все, что глаза видят, все руки делают. Такой момент идет. Кстати, кто-то вот этими порханиями добьется себе хорошей карьеры, да, прям серьезного повышения, прям и уважения, и денежку хорошую заработает. Работы много, вы с ней справляетесь, и у вас идет очень хороший результат. Смотрите, кто-то поступит на испытательный срок, либо кто-то получит тестовое задание. Да, может быть, вы пытаетесь перейти на более высокую должность, да, либо вы поступаете в другую организацию, могут дать задание. Вы настолько это шикарно сделаете, настолько умопомрачительно, что вот эти ваши экзаменаторы, либо кто вас там собеседовать будет, впечатлятся раз и навсегда. После вас для них уже другие кандидаты просто перестанут существовать. Да, покажете мастер-класс. Кому-то из девочек придется работать на дому, дома работать. Да, может быть, там какие-то перестановки, ремонтики, там, ротации. Кому-то помочь у себя поработать, принять гостей, там, да, что-то где-то собрать, поделать, наделать, генеральные уборочки. Много вот занятости идет. Вы как фея, да, как фея порхаете, совсем справляетесь, вы молодец. Немножко, конечно, устанете, но тем не менее дела свои поделаете. Так, здесь у меня, кстати, мужчина вышел. Мужчина, который вас чем-то очень удивит, каким-то подарком, либо каким-то предложением. Но опять же, да, если будет предложение, все равно какой-то подарок вижу. Вот у него в руках для вас что-то есть. В руках именно, да, он вам дает, он вам предлагает. Вот. От этого мужчины вы давно ничего такого не получали, либо в принципе не надеялись, да, что мужчина способен на такие широкие жесты. Вот. Мужчина прям будет удивлять, и радовать. Это может быть ваш возлюбленный, это может быть новый поклонник. В конце-то концов, да, может быть и сын взрослый, который на работу устроится, который помогать вам станет. Прям очень будет приятно. Как на руках вас еще держит, да, поддерживает. Хороший знак. Так, здесь разочарование идет в каком-то человеке, либо в поступках этого человека. Но этот человек, он рядом с вами находится. Может быть, кто-то из родственников, может быть, кто-то из близких друзей, да, на кого вы полагались. Человек вас может дважды подвести. Либо такую ситуацию затянуть, как, знаете, подставить вас даже. Будьте поаккуратней. Смотрите, у вас будет ощущение, что что-то пойдет не так. Либо будет предчувствие, либо какие-то сигналы, знаки, сны. Что-то вы будете получать важное. Не скипайте, не игнорьте. Да? И старайтесь по каждому вопросу, по каждому варианту иметь какой-то запасной выход, запасной вариант. Запасное решение, да, вот если что-то пойдет не так, на случай, если что-то пойдет не так. Мне почему-то кажется, что это кто-то прям, друзья, подруги, может быть, даже вот в редком случае, как поклонник, да, ваш поклонник, либо жених. Человек наговорит, наобещает, а, к сожалению, не сделает. Либо вообще исчезнет с поля зрения, либо, знаете, как чего-то там наделает плохого, а все стрелки на вас перекинет. Вот такой момент вижу. Значит, тут и разборки у вас с этим человеком будут, и недовольны вы будете этим всем делом. Понятно. Человек начнет, я не знаю, на коленях перед вами ползать, просить прощения, умолять,
опять же, знаете, как-то будут хитрить, вертить, и вы будете это видеть, и вам будет противно. Противно. Знаете, не вижу, чтобы человек прям от вас отстал, но вижу, что вы какие-то конкретные выводы для себя сделаете. И выводы ваши очень правильные. Да. Как, знаете, как табу будет, да, что к этому человеку не стоит обращаться, либо на этого человека не стоит полагаться. Те проблемы, которые возникнут, ну, вы их порешаете. Кому-то, кстати, деньги придется потратить на решение этих вопросов, но все равно решите. Главное, что решите. Ну, а по человеку у вас прям определение будет, да, что это за человек, какого поля ягода. Ну и соответствующее отношение к этому человеку. Так, вот здесь у меня дети, детский вопрос, дети, вопрос с детьми. Какой-то вопрос с детьми. У вас этот вопрос, он уже не первый день, да, не первый даже, может быть, месяц. Постоянные мысли о ребенке, либо мысли о какой-то ситуации, связанной с ребенком. Смотрите, идет очень радостное событие и как разрешение этой ситуации, как само собой решится, да? Либо ответ, решение само собой появится. Вот, не переживайте, не переживайте. Здесь очень прекрасный исход. Вы будете очень этому рады, вы будете крайне довольны. И дети, главное, что вот с детьми все хорошо будет, да? Либо для детей все будет хорошо. Так, кто, кстати, скучал без внуков, да, может быть, вы бабушка, давно не видели своих внуков, хотели бы увидеть. Тут, я так понимаю, что встреча, долгожданная встреча, причем не так, что там 2 часа пообщались, увиделись и распрощались. Нет, дети, возможно, приедут, там какое-то время с вами побудут, погостят, что там каникулы какие-то будут. Ну, понятно, что в каждой стране там свои каникулы, но вот я вижу, что вы будете очень довольны. И вот дети, они рядом, вот все счастливые, все улыбаются, все вместе. Так, острый вопрос, какая-то нерешенная проблема. Знаете, эта проблема, она как заноза у вас в сердце. Вроде как все неплохо, а сердце раз и кольнет, да, и какую-то больку вы у себя в сердце ощущаете. Какое-то нерешенное дело. Либо за кого-то вы очень сильно переживаете. Не вы, но какой-то другой человек какие-то действия будет совершать. Либо через какого-то человека, через его действия, через его поступки, либо через его возможности и полномочия, ваша вот эта болька, ваша эта заноза начнет потихонечку выходить. Вопрос начнет решаться. Да, до конца месяца он не решится полностью, но я вижу, что вы полны надежд, я вижу, что вы довольны тем, как складываются обстоятельства, и вы вот кому-то доверяете, да? Вы на кого-то полагаетесь, доверяете, понимаете, что этот человек все сделает, да? Человек все решит, разрешит, и все уладится. Так, кто-то вернется. Вернется человек, но не могу сказать, кем приходится. Но это радостное событие. Я вижу, что вы будете собирать как посиделки, застолья, прям отмечать будете то, что этот человек приехал, либо доехал, да, вернулся к вам, вернулся в ваше общество. Человек. Может быть, человек в гости приедет, да? Долго отсутствовал, приедет в гости. А может быть, человек как и на постоянку вернется. Но прям радость в доме, и вы прям готовитесь, там прихорашиваетесь, да, либо на стол накрываете. Вот такое событие идет. Так, еще. Здесь какие-то бадания с людьми, ну вот как властью наделенными, то есть какими-то полномочиями, властью. Вы как от этих людей, как пострадали, либо страдаете. Может быть, вас игнорят, может быть, для вас что-то не делают, а вы ходите как проситель. Да, вы просите, пожалуйста, сделайте это, либо мне нужно это. А люди вас либо футболят, либо все время какие-то отговорки, да, либо придирки. Ну, так страдания у вас вызывает вся эта ситуация. Почему-то мне кажется, что это связано с какими-то учреждениями, организациями правового характера, либо какие-то службы, может быть, там и больницы, да, и банки могут быть. То есть постоянный футбол. Причем голы постоянно забивают вам. То ли вы управу на этих людей найдете, то ли вам какой-то совет дадут, как управу найти на этих людей, как заставить этих людей делать то, что нужно вам. Вот. Вы такого там жару наведете, вы такие права будете качать, вот этим людям не поздоровится. Знаете, как недооценили они вас.
как миленькие будут делать то, что должны. И то, что вы просите, будет исполнено. Причем не только то, что просили, еще что-то дополнительно дадут. Дважды, видите, дважды вам дадут. Ну, мои хорошие, видите, как знание законов, знание своих прав помогает человеку. А когда так наобум, и как у нас там, да, обычно люди приходят, кто я, человек маленький, там этих всех чиновников боятся, этих всех госслужащих боятся. Вот. А когда права свои знаешь, видите, можно и принудить, и все вон зашевелятся, и будут выполнять, еще и с надбавочкой будут делать. Но у вас получится, вы своего добьетесь, обязательно добьетесь. Так, еще. Но здесь вот мне выходят какие-то билеты, покупка билетов. Как, знаете, билет, вот идет какой-то билет, который приносит вам удовольствие и счастье. Смотрите, у кого-то это билет, как проездной билет, да? Возможно, вы приобретете билет, и вот, как я говорила, да, дороги открыты. Это принесет вам радость и счастье, поездка принесет вам радость и счастье. А кому-то идет, может быть, и лотерейный билетик, который поможет вам выиграть в лотерею, да, получить денежку, либо какой-то ценный приз. Вот. А кому-то билет идет счастливый, это экзамены. То есть вы будете сдавать экзамены, вам попадется билетик, который вы досконально знаете, и очень удачно сдадите экзамен. Прям счастливый билет идет. Мои хорошие, вы вот либо номер этого билета запомните, вот цифру саму, да, цифра, номер. Либо если это, ну вот проездной билет, да, там же ведь тоже номер есть. Вот эти циферки, которые там есть, они тоже для вас какую-то пользу принесут. Либо эти циферки как счастливые для вас будут. Да? Опирайтесь на эти циферки, запомните их, пожалуйста. Так, мои милые, на этом все. У меня и свеча догорела. Так, спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.